Армысыздар құрметті пайдаланушылар. Қазақ халқы бұл дүниеде көрмеді. Сонау ақтабан шұбырынды алакөл сылама заманынан бастап шақырылған репрессия жылдарына дейінгі аралықта халқымыздың осынау кең жаһанда өмір сүруі не жойылып кету қаупі тұрған еді. Қайран қазақ елі. Жас ұрпаққа айта алмаған, жеткізе алмаған, жан дүниеңді дір еткізген сырға, мыңға толы тарихи парақтары қанша мәлім. Сол оқиғалардың ішінде мың өліп, мың тірілген халқымыздың басынан өткен 1930-1938 репрессия жылдары ауыр да азапты кезең болды. Қазақ елінде алдымен алаш қайраткерлері тұтқындалды. Оларға ұлтшыл деген айып тағылды. Салдарынан Әлихан Бөкейханов, Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермеков, Санжар Асфендияров, Ахмет Байтұрсынов, Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаев, Абдулла Разыбакиев, Тұрар Рысқұлов, Мұхамеджан Тынышбаев, Ильяс Жансүгіров және тағы басқа зиялылар ату жазасына кесілді. Ресми деректерге сәйкес, Қазақстанда 103 мыңнан астам адам қуғын сүргінге ұшырады. 25 мыңнан астам адам ату жазасына кесілді. Олардың арасында ғалымдар, мәдени және саясат саласының қайраткерлері, дәрігерлер болды. Репрессия жылдары Қазақстанға неміс, поляк, корей, солтүстік Кавказ елдерінің өкілдері жер аударылды. Сондай-ақ қазақ жеріне күштеп Крым татарлары, түріктер, гректер, қалмақтар мен өзге де ұлт өкілдері көшірілді. Жалпы елімізге 1.500.000 адам жер аударылды. Тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы 14 сәуірде жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Ал елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 1997 жылды жалпы ұлттық татулық пен саяси қуғын сүргін құрбандарының еске алу жылы, сондай-ақ 31 мамыр саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп жариялады. Өткенге ой жіберіп, осы күнге жете алмай, армандап өткен асыл ағаларымызды еске алу, ұмытпау әрбір ұрпақтың парызы. Нравственные и физические мучения коснулись не только самих репрессированных, но и их родных и близких. На территории Казахской ССР, которая опустошалась голодом в 1930-х годах, создавались множественные лагеря. В Казахстане действовали 11 лагерей ГУЛАГ. Самыми большими из них был Дальний, Песчаный, Калгар, Алжир, Степной и Камышлак. 31 мая – День памяти жертв политических репрессий. Напоминание нам о трагических страницах истории страны, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, ссылки на спецподселения, лишены жизни. ГУЛАГ. А если не сокращенно, то Главное управление лагерей. Это не название лагеря или тюрьмы, аббревиатура подразделения Народного комиссариата внутренних дел СССР, которое руководило местами заключения и содержания в период с 30-х по 60-е годы 20 века. Однако ГУЛАГ стал не просто ведомством, а символом произвола властей, которое умещалось в эту короткую аббревиатуру. Несмотря на то, что фактическую работу как система ГУЛАГ начал в 30-е годы, предпосылки к его созданию возникли много раньше. Еще весной 1919 года вышел документ, регламентирующий работу лагерей принудительных работ, который положил начало созданию системы. Примерно тогда же был сформулирован главный принцип таких лагерей. Это изоляция вредных, нежелательных элементов и их приобщение с помощью принуждения к перевоспитанию и созидательному труду. Все крупные исправительно-трудовые лагеря по постановлению подлежали передаче из НКВД в ведение ГУЛАГа. Новый лагерь предписывалось создавать только в отдаленных малонаселенных районах. На такие лагеря возлагалась задача комплексной эксплуатации природных богатств путем применения труда лишенных свободы. Многочисленные армии арестованных в качестве почти бесплатной рабочей силы направлялись на стройки, рытье канала, добычу полезных ископаемых, обеспечивая таким образом амбициозные народно-хозяйственные планы СССР. В советское время использование подневольного труда заключенных стало реальным фактором экономического развития страны. Историки, политики, общественные деятели уже не одно десятилетие пытаются выяснить, сколько людей прошло через ГУЛАГ. До конца 1980-х лагерная статистика была засекречена. После открытия архивов обнаружилась ее неполнота, данные часто противоречили друг другу, так же, как сведения, полученные от бывших заключенных или членов их семей. История ГУЛАГа – это, несомненно, разрушенные судьбы людей, потеря близких, подорванное здоровье и несбыточные надежды. Это история страны, ее детей в лице граждан, история не сделанных открытий,
Изобретений, ненаписанных книг, история мучений. Это история о том, как сомнительная мечта о всеобщей справедливости и поиске счастья через насилие стала историей беззакония, мук и террора. Последние ГУЛАГи были закрыты в 1950-х годах, но призрак трудового лагеря продолжал оставаться частью советского общества. Для того, чтобы понять истинную суть ужасов, происходящего в лагерях, достаточно ознакомиться с произведением Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Система ГУЛАГа была весьма обширной географически. Лагеря располагались по всей стране, но чаще всего это были регионы с экстремальными погодными условиями – Сибирь и юг Центральной Азии. Были лагеря и на территории Казахстана. 13 мая 1930 года было принято постановление Совета народных комиссаров СССР об организации казахского исправительно-трудового лагеря КАС-ИТЛАГ. Именно этот день можно назвать началом создания одного из самых ужасных исправительных трудовых лагерей «Карлаг». Через год, 19 декабря 1931 года, было принято другое решение. Первое отделение КАС-ИТЛАГа совхоз «Гигант» реорганизовать в Карагандинский отдельно исправительный трудовой лагерь ОГПУ с непосредственным подчинением ГУЛАГу и местонахождением управления лагеря в селе Долинское, 45 километров от города Караганды. Карлагу было отведено 120 тысяч пахотно-пригодных земель. К 1940 году освоенная площадь территории лагеря составляла уже 1 миллион 780 650 гектар, протяженностью с севера на юг 300 километров, с востока на запад 200 километров. Из тех, кто остался, выбрали покрепче и поздоровее для строительства дороги Караганда-Балхаш. Условия, при которых работали люди, были нечеловеческие. Тем, кто не справлялся с нормой, урезали паёк. Изнеможенные люди падали замертво. Их мертвыми закапывали прямо в железнодорожную насыпь и засыпали грунтом. Карлаг располагал реальной властью, оружием, транспортными средствами, содержал почту, телеграф. Он состоял из 26 точек. В Карлаге работала выездная коллегия Карагандинского областного суда. Приговоры исполнялись на местах. Хозяйство Карлага процветало. Там содержались известные всему люди, ученые, военачальники, деятели культуры, политики, люди духовного звания. Считалось, что за годы своего существования Карлаг принял около 1 миллиона человек. Но поскольку архивы Карлага все еще засекречены, невозможно точно назвать даже приблизительно число его жертв. К своему закрытию лагерь уже практически не содержал заключенных по политическим статьям. 27 июня 1959 года Карагандинский исправительно-трудовой лагерь закрыт, реорганизован в управление мест заключения УМВД Карагандинской области. Казахи, немцы, русские, румыны, венгры, поляки, белорусы, евреи, чеченцы, ингуши, грузины, итальянцы, киргизы, японцы, финны, литовцы, латыши, эстонцы, адские жернова НКВД перемалывали всех, не разбирая национальностей. Все победы и свершения, все исторические стройки, шахты, заводы, дороги, в которых с гордостью рапортовал о своем трибунах в советское время, были построены их кровью и потом, их жизнями, переломленными судьбами, трагедиями целых народов и каждого отдельного человека. Мы не имеем права забывать об этом. Не менее печальный и известен и Акмолинский лагерь жен изменников Родины, или сокращенно Алжир, который с 1938 года по 1953 года был специальным отделением Карлага. Это был крупнейший советский женский лагерь, основанный приказом НКВД от 3 декабря 1937 года на базе так называемой 36-й точки. Через Алжир прошло более 20 тысяч женщин, в том числе певица Лидия Русланова, актриса Татьяна Акуневская, писательница Галина Серебрякова, жены поэтов и писателей, в том числе Гульжамал Майлина, а также жены государственных деятелей Азиза Рыскулова, Анна Каган, Фатима Османова, Елизавета Садвакасова и многие другие. Лагерь состоял из нескольких саманских бараков, 4 вышек и колючей проволоки. В течение января и февраля месяца заключенные начали поступать непрерывным потоком. Только из Бутырской тюрьмы прибыло 1600 женщин. Женщины прибывали в Алжир из многих стран мира. Из Москвы, Ленинграда, Украины, Грузии, Армении, Средней Азии. Места для женщин-заключенных не хватало. И вновь прибывшие сами строили себе бараки в пургу, метель, жару, дождь. Устанавливали в них нары.
Вместо матрасов бросали на деревянные полы солому. Алжир просуществовал до 1953 года. После смерти генсека СССР Иосифа Сталина концлагерь закрыли, но вновь вплоть до реабилитации 1958 года осужденные не имели права возвращаться на прежние места жительства. Так они работали на этом же месте. Позже поселение назвали Малиновка. Поскольку некоторые узницы решили обустроиться свою жизнь также на этой земле, это место и поныне является немым свидетельством человеческой трагедии XX века. Известные или неизвестные они, все они заслужили того, чтобы о них помнили. Сакен Сейфуллин, поэт, пламенный революционер, борец за советскую власть, писал: «От многих следов не осталось, в забвении исчезли навек. И всем нам, наверное, хотелось вернуться на старый ночлег. И мы не вернемся обратно, но наши потомки не раз у памятников на стоянке по-доброму вспомнят о нас».